Подписан указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в республике. Какие дополнительные выплаты ждут якутян? Своя квартира – это больше не мечта. В Мирнинском районе обеспечили жильем детей-сирот. Сегодня стартовала продажа билетов на Кубок мира по борьбе. Центральные места разобрали за первый час продаж. Подробности узнаем у наших корреспондентов. В эфире новости, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 2 бронзы и 1 серебро завоевали сегодня якутские лыжники. Илья Заворотных завоевал серебро зимних игр «Дети Азии» в эстафете дружбы по лыжным гонкам. Ранее алданские лыжники Анастасия Ткаченко и Владислав Парфенов получили бронзовые медали в этом же состязании. Эстафетный забег формировался 2 участниками из разных сборных. В случае победы медали идут в зачет сразу 2 командам. Таким образом, у Якутии на играх «Дети Азии» всего 5 медалей. А прямо сейчас в Южно-Сахалинске проходит полуфинал по хоккею между сборными Сибири и Казахстана. С подробностями на прямой связи со студией наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, приветствую, ты в эфире. Здравствуй, Иван. Сегодня в ледовом комплексе «Арена Сити» яблоку негде упасть. Множество зрителей пришли посмотреть на полуфинальную игру между Сибирью и Казахстаном. Я напомню, что в полуфинал прошли команды Сибирского, Дальневосточного, Уральского, федеральных округов и Казахстана. Сборная Якутии выбыла из турнира. Но, тем не менее, хоккеист Иван Чишвили на соревнованиях по индивидуальному мастерству принес серебро нашей команде. А сейчас идет половина второго периода, и шайбу забила сборная Казахстана. Счет на данный момент 5-4 в пользу сборной Сибирского федерального округа. Иван. Юрий, спасибо. На прямой связи из Южно-Сахалинска был наш корреспондент Юрий Осипов. Глава республики Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в республике. Текст указа появился на сайте правительства региона. Так, с 1 января этого года при рождении первого ребенка жителям Якутии предоставляется единовременная выплата в 2-кратном размере прожиточного минимума для детей. При рождении второго ребенка полагается региональный материнский капитал в размере 30% от размера федерального материнского капитала, а при рождении третьего или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода, ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей. Правительству в лице Владимира Солодова до 1 марта поручено определить источник финансирования и порядок предоставления средств. Стоимость строительства моста через реку Лену в Якутии может обойтись в 70 миллиардов рублей. Его должны построить к 2025 году. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев в рамках Российского инвестиционного форума. По его словам, власти Якутии по поручению президента России активно занимаются реализацией проекта строительства моста через Лену, и его целесообразность никто не оспаривает. Также глава республики добавил, что строительство объекта будет проходить в рамках частно-концессионной инициативы. Интерес, кроме российских инвесторов, проявляют японские и китайские партнеры. В Москве в эти дни завершается грандиозная выставка в сфере отопления, водоснабжения, инженерного и сантехнического оборудования «Акватерм Москоу». Она проводится уже в 23-й раз, и крупнейшие производственные компании из 30 стран мира привезли в столицу нашей Родины свои новинки. Впервые в этом представительном форуме участвуют наши земляки. Что привезли якутяне на выставку и чем удивляли российских и иностранных специалистов? Среди стендов чуть не заблудился, все-таки нашел выход и все узнал из первых уст Максим Кардозу. Масштабы выставки «Акватерм Москоу» действительно поражают. 770 предприятий со всего света привезли сюда свою продукцию. И в этих лабиринтах из стендов каждый хочет выделиться как может. Некоторые даже робота привезли. Привет, приятель. Привет, красавчик.
Единственная представленная здесь якутская компания «Сахалипснелле» тоже выделилась национальным колоритом. Правда, удивлять российских и зарубежных коллег наши земляки смогли не только этим. На форум они привезли уникальные котлы. Это полностью якутская запатентованная разработка ничем не уступает европейским аналогам, а некоторые даже превосходит. Например, по экономичности в 1,5–2 раза. На угле котел может отапливать помещение в 400 квадратных метров до 3 суток. Но и это не все. Конструкция котла сделана таким образом, чтобы в случае перегревания и в случае утечки электричества котел полностью взрывобезопасен. И в конструкции котла предусмотрены предохранительные клапаны, которые в случае нагрева воды сбрасывают. На главной российской выставке тепло- и водоснабжения якутская разработка произвела настоящий фурор. Русские и иностранные специалисты выстроились в очередь, чтобы познакомиться с нашим котлом, который не только безопасный и экономичный, но и полностью автоматизированный. Все основные узлы продуманы. Видно, что вы поработали, учли недостатки предыдущих конструкций. Наличие канала дымоходного выполнено тоже гораздо более оптимально, потому что, скорее всего, будет отсутствие коррозии и, следовательно, более долгий срок службы котла. Компания «Сахалипснелле» появилась 7 лет назад, и наладить собственное производство ей удалось на базе технопарка «Якутия» в Кангаласах. Сегодня производство быстро развивается, и, можно сказать, вскоре о ноу-хау по-якутски смогут узнать не только в селах нашей республики, но и по всему миру. Максим Кардозу, Евгений Воронкин, Москва, для Якутии 24. Число погибших при хлопке газа в Красноярске увеличилось до 2, сообщили РИА Новости в МЧС по Красноярскому краю. Взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в четверг вечером. Из здания эвакуировали 12 человек, из них 2 детей. 6 квартир разрушены, еще 10 получили повреждения. По уточненным данным, в доме проживали 20 человек. По последним данным, поисковые работы на месте взрыва газа завершены, больше под завалами людей нет. Кинологические расчеты МЧС прекратили работу. Жильцы дома будут временно размещены в социальном центре «Родник». По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Администрация Мирнинского района совместно с Министерством строительства республики приобрели 31 квартиру детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Подробнее в сюжете Марфирины Алексеевой. Нина Слепцова родом из Алекминска. До 2008 года жила с бабушкой и, окончив школу, приехала в Мирный поступать в Политехнический институт на горного инженера по специальности электроснабжения. Окончив институт, получила работу в Якутскэнерго в западных электрических сетях. У Нины есть сын Толя. В этом году мальчик пошел в 1 класс. Проблема съема квартиры всегда стояла остро. В 2016 году девушка узнала от друзей, что дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей имеют право получить квартиру по месту жительства. В этот же год Нина стала в очередь. Мы квартиру снимали, постоянно по съемным, иногда побольше, иногда поменьше, с подружками в основном снимали, потому что так выгоднее. В Мирном средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в деревянном доме 25 тысяч. Нина признается, постоянно боролись с тараканами и шумными соседями. Летом прошлого года девушка решила снять квартиру в каменном доме за 33 тысячи в месяц. Квартира была выбрана не просто так. Дом располагался рядом со школой, куда готовился пойти Толя в 1 класс. Но по стечению обстоятельств арендодатели попросили Нину с сыном выехать из квартиры, объяснив, что сдали квартиру лишь на время летнего периода. Совершенно случайно именно в это время прозвучал звонок с долгожданной новостью. И потом неожиданно позвонили с КИО и сказали, что вам дают... вас ждут ключи. Еще было так неожиданно, что вот, забирайте ключи. Я была просто в шоке, еще как раз кому моего дня рождения было. Вот, позвонили, я приехала уже в эту квартиру сразу же, и мне выдали ключи с актом. В 2018 году администрацией Мирнинского района было приобретено 31 жилое помещение для детей-сирот на сумму более 94 миллионов рублей. 1 января 2018 года в реестре на получение жилья детям-сиротам стояло у нас 49 детей. На сегодняшний день из 49 приобретена 31 квартира, все дети заселены, все получили у нас ключи. На 2019 год стоит задача именно обеспечить всех 23 детей квартирами. Министерством строительства республики были подписаны подтверждения заявок на приобретение 23 квартир для обеспечения всех детей-сирот, нуждающихся в жилье. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
Во время визита Владимира Путина в Сочинский спортивный центр президент обсудил со спортсменами предстоящий Кубок мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске. Глава государства отметил, что выступать на международных соревнованиях – это большой труд и ответственность. Миллионы зрителей наблюдают за спортсменами, надеются на их победы, а тем, в свою очередь, полностью отдают себя спорту. Кубок мира по вольной борьбе 2019 после 8-летнего перерыва пройдет в России по предложению главы Якутии Айсена Николаева. А сегодня стартовала продажа билетов на кубок. Поклонники вольной борьбы Якутии за первые 1,5 часа продаж раскупили все билеты 2 дней соревнований на центральные трибуны. Как сообщили, организаторы, остались места только на крайних секторах. Сейчас возле одной из касс находится моя коллега Анастасия Данилова. Анастасия, добрый день. Где продают билеты и по какой цене? Иван, здравствуйте. Продажа билетов началась 15 февраля, уже такой ажиотаж. Мы сейчас находимся в торгово-развлекательном центре Туймада. Здесь прямо у входа справа стоит касса, где люди, все желающие, могут приобрести билеты. Также билеты можно приобрести в других кассах города. Это в Саха-театре, театре оперы и балета, Доме дружбы народов имени Кулаковского. И на самом месте проведения мероприятия, это в спортивном комплексе «Триумф». Билеты раскупают просто за считанные минуты. Только за то время, которое я здесь стояла, раскупили 8 билетов поклонники вольной борьбы. Они взяли сразу по нескольку всей своей семье, поэтому стоит поторопиться. А если вы по каким-то причинам не можете приобрести билет, подойдя на кассу, то вы можете купить его онлайн на официальном сайте Кубка мира по вольной борьбе. Это www.yakutskworldcup2019.org. Стоимость билета будет варьироваться от 500 до 800 рублей в зависимости от сектора. И я желаю всем, чтобы вы успели купить билеты. Иван. Анастасия, спасибо. На прямой связи была наш корреспондент Анастасия Данилова. Кузнецы Якутии соберутся на главной выставке «Дарханус-2019». Свои лучшие работы выставят более 40 мастеров республики. Кузнецы приедут из Оленекского, Сунтарского, Нюрбинского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского и Алданского улусов. Жюри выявит победителя по 3 номинациям: лучший кухонный нож, лучшая художественная работа и лучший охотничий нож. Кроме того, в день открытия выставки завтра Борис Неустроев продемонстрирует коллекцию якутских клинков, пройдут мастер-классы по применению и заточки якутского ножа. Основной акцент делаем на улучшение мастерства кузнецов, и чтобы они были равными международным стандартам, и также они помнили традиции древних якутских кузнецов. Поэтому вот, кроме выставки, Союз кузнецов Якутии проводит площадки в цехах Олонхо, молодежи в Туймаде. Также мы проводили специальные конкурсы по направлениям: это Бадае, Батыя. К этому часу пока все новости. Хорошего дня.